До 1 апреля Минстройкоми сформирует комплексный план модернизации жилищно-коммунального комплекса. В нем уже 361 пункт на сумму более 11 миллиардов рублей. Об этом стало известно на заседании бюджетного комитета в Госсовете Коми. Участники рассмотрели инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций и трудности в их реализации. Вложения в обновление тепло-, вода- и электросетей растут в том числе за счет увеличения бюджетного финансирования. На возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и обеспечение льготного тарифа для жителей Коми в 2023 году будет направлено более 7 миллиардов рублей. Это в 3 раза больше, чем 5 лет назад. Кроме того, республика направляет бюджетные средства на реконструкцию жилищно-коммунальной инфраструктуры. 10 марта 2023 года правительством Республики Коми утверждена региональная программа модернизации системы коммунальной инфраструктуры Республики Коми на 2023-2027 года с объемом финансирования более 1 миллиарда 10 миллионов рублей, из них федеральных около 700 миллионов рублей. В программе запланированы мероприятия по замене и строительству новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей в отдельных муниципальных образованиях в 5: Интат, Русско-Печорск, Каркировский, Лудовский и Сысоцкий районы. Финансирование инвестпрограмм в сфере модернизации коммунального хозяйства выросло практически в 3 раза за 3 года. В этом году это более 3 миллиардов рублей. Используются не только тарифные источники, но и привлеченные средства. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделяет 447 миллионов рублей на строительство станции водоподготовки на головных водозаборных сооружениях НТ. Также привлечены средства Центра энергосбережения. На 2023-2024 год в инвестиционные программы заложены внебюджетные средства Центра энергосбережения по таким предприятиям, как жилкомуслуги, на порядка 46 миллионов рублей, Нижпогосская тепловая компания порядка 37 миллионов рублей и Сагдинская тепловая компания порядка 82 миллионов рублей. Все данные мероприятия они направлены на перевод, скажем так, старых устаревших котельных, работающих на твердом топливе, на газовые БМК. Отдельным вопросом программа модернизации ЖКХ Сыктывкара. Как отметили ресурсоснабжающие организации, 65% теплосетей в столице старше 20 лет. Тарифные источники для их ремонта исчерпаны. В этом году обновят всего 1,5 километра. Это капля в море. Также нужна модернизация генерирующих мощностей в связи с активной застройкой. А в поселке Краснозатонский требуется строительство нового канализационного коллектора. Очистные сооружения, построенные в 1975 году, обветшали. Суд еще в 2009 году обязал мэрию решить эту проблему. Проект разработан. Сыктывкар ждет финансовой помощи от региона.